Масштабное строительство в восточной части Сунджи развернулось в начале года, а к его концу уже можно представить, каким будут новые очистные сооружения с насосной станцией по перекачиванию сточных вод. Строители возвели несколько объектов, на остальных же связан каркас из арматуры, который скоро можно будет заливать бетоном. На объекте трудятся несколько десятков специалистов и задействовано около 15 единиц техники. Правда, на данный момент из-за погодных условий работа приостановлена. Проектная документация, которая была разработана нашей проектной организации «Ингушетия Геопроект», прошла экспертизу, и подрядчик работает в соответствии с этой проектной документацией. Наша организация осуществляет строительный контроль. Мы следим за тем, чтобы все по нормам, ГОСТам и в соответствии с проектной документацией шло данное строительство. Подрядчик работает достаточно хорошо, в сроки он укладывается, претензий и вопросов к нему особых нет. Новые очистные сооружения строятся для 3 населенных пунктов. До сих пор жителям Сунджи, Карабулака и сельского поселения Троицкое приходилось решать проблему с водоотведением с помощью выгребных ям, что отрицательно сказывается на экологии. Уже через несколько лет об этой проблеме можно будет забыть. Согласно проекту, производительность очистных сооружений 16 тысяч кубометров в сутки. Забирая канализационные стоки, очистные на выходе будут давать чистую воду, которая позже без риска для природы будет утекать в реку Сунджа. В воду будут добавляться микроэлементы, химреагенты и смешиваться различные бактерии для поедания и обеззараживания этой воды. В перспективе еще раз предполагается биотермическая площадка, откуда будут вылавливаться газы от работы этих бактерий. И этими газами будет отапливаться данная площадка для того, чтобы удешевить стоимость данного производства. Параллельно очистным сооружением специалисты строят канализационный коллектор. Он протянется от Карабулака до Сунджи. Протяженность магистрали около 20 километров, а диаметр железобетонных труб будет разной величины. Все зависит от расстояния до очистных сооружений. Чем дальше, тем труба меньше. Где большой объем сточных вод, предположен диаметром 1 метр трубы. Дальше уже после города Сунджа, там где объем сточных вод уменьшается, предполагается диаметром 80 сантиметров трубы. Глубина заложения труб от 3 до 8 метров приблизительно. На данный момент порядка 3 километров труб уже проложено. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. По проекту очистные сооружения и канализационный коллектор будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Муслим Ганиев, Магомед Даскиев, Новости 24.